Здравствуйте, уважаемые девы! Это ваш прогноз на 2022 год. Посмотрим, какой он будет для вас. Выпадает вам карта суда. Это значит год судьбоносный. Будет, скорее всего, происходить что-то важное. Может быть, в вашей семье будет прибавление. Может быть, вы будете менять статус. Может быть, найдете себя в профессии, заявите о себе, станете, может быть, важной персоной. Может быть, сможете как-то себя проявить таким образом, что это будет приносить вам хороший доход. В общем, решите какие-то важные дела. Если у вас был сложный период, если была ситуация какая-то затяжная, все это заканчивается, ситуация исцеляется, здоровье исцеляется, отношения улучшаются. У кого одиночество, тот находит пару. В общем, здесь вот все самое лучшее и важное, что как бы закладывает основу целого цикла, да, это происходит в вашей жизни в этом году, уважаемые девы. Финансы ваши. В финансах просто все отлично, но, скорее всего, придется очень много думать о финансах. Да, здесь будет дополнительный какой-то доход, удвоение денежное, но и работы будет больше. Больше внимания нужно материальному аспекту уделять, но все здесь будет как надо. Это прекрасное время для заключения любых договоров, сделок. В общем, все, что связано с деньгами, здесь на ура пойдет. Давайте посмотрим, что вас ждет в здоровье. В здоровье дьявол. Здесь какие-то излишества могут быть и зависимость от еды, от какого-то питья и так далее. Да? Здесь вот нужно будет обязательно как бы заниматься здоровьем, потому что ну, дьявол будет очень силен. То есть здесь нужно будет менять то, что вас держит в зависимости от чего-то. Если, допустим, у вас тема здоровья хромала раньше, да, то здесь нужно будет прям центром как бы года сделать вопрос здоровья. Ну и также, конечно, неплохо было бы освободиться вот от того, что вам мешает быть здоровыми. Давайте посмотрим, что ждет в работе. В работе паш мечей у вас, да еще рядом с судом, да, это будет действительно какое-то обновление. Неожиданно придет шанс на то, чтобы вы проявили себя по-новому, чему-то новому научились. Это будет очень важно для вас и поменяет полностью вот всю вашу жизнь. И для работы паш мечей, конечно, очень хорошая карта, потому что она быстро меняет ситуацию. Если у вас не было работы, вы ее быстро находите. Может быть, это работа с обучением, да, может быть, эта работа связана с испытательным сроком, но тем не менее здесь вот вы можете ее получить со временем, да. Вот, также это карта, когда вот нужно обязательно учиться новому. Без этого никак нельзя. Без этого вы не, как бы, ну, в работе не вырулите в этом году. То есть нельзя ничего оставлять по-старому. Обязательно нужно обновляться, и желательно это сделать своевременно и самостоятельно, не ждать, когда судьба вас заставит, это всегда неприятно. Если у вас свое дело, опять же, новое направление, возможно, придется вообще менять все, возможно, вообще придется одно закрыть, другое открыть. Или, может быть, придется брать помощников каких-то, людей, которые знают больше, чем вы вот в каком-то выбранном направлении. Прекрасная карта для продаж, прекрасная карта для коммуникаций, для занятия какими-то, ну, в общем, информационный какой-то бизнес очень хорошо будет идти у вас, уважаемые девы. Давайте посмотрим, что будет в отношениях. В отношениях пятерка пентаклей. Эта карта идеально для дев подходит, потому что девы любят все просчитывать. Они любят, чтобы в отношениях не было никаких недоговоренностей. Если вдруг что-то ну, у кого-то не так, да, вот они проговаривают, они обо всем, ну, все вопросы решают вслух, и ничего не оставляют на потом. Это очень хорошая карта для дев. То есть для дев действительно замечательные могут быть отношения, но все-таки поработать над ними придется. Если вы только ищете партнера, если вы пока в одиночестве, в этом году вы можете найти человека прям вот точно такого, как вы, похожего на вас. Если у вас, допустим, если вы дева, да, и вы человек такой педантичный, любите, чтобы все было в порядке, на своих местах, если вы любите там разбираться очень хорошо в профессии своей, вот точно такого же человека можете встретить.
Вот, скорее всего, тоже это будет связано вот с темой профессии, каких-то дел. А если вы в паре, но еще не в браке, здесь, скорее всего, вам потребуется просто вот эта регистрация, да, запись, подпись, просто для какого-то важного дела. Вы могли бы и дальше бы жить без регистрации, но будет ситуация, которая заставит вас это сделать. Если вы в паре и в браке, то здесь, скорее всего, нужно будет какие-то прошлые ситуации доставать, обсуждать, решать вопросы, чтобы ваши отношения не испортились окончательно. Давайте посмотрим, что может менять вашу жизнь в лучшую сторону именно в этом году. Четверка жезлов. Когда вы на своем месте, когда вы нашли своего человека, свою работу, свое место, свой дом, когда вы нашли свои цели в жизни, когда вы скопили денег, когда вы себя любите, уважаете, чествуете, да, вот это все будет менять вашу жизнь. В общем, вот самое главное найти свое место в этом году, а это будет обязательно, потому что рядом карта суда. Будет предложено судьбой вам все то, что вам необходимо, и нужно обязательно это зафиксировать. Так, теперь посмотрим, что будет у вас на душе в этом году. Карта звезда. Здесь полностью обновление, здесь чистота, все, что только нужно будет для того, чтобы ваше спокойствие душевное восстановилось, все будет сделано. Просто замечательные карты, очень удивительный год для вас, уважаемые девы. Давайте посмотрим. Так, это на душе, да, вот так я положу карту. Чем закончится этот год? Закончится восьмеркой кубков. Переменами, перемена во всем, перемена в чувствах, в отношениях, в делах, в месте жительства, в планах. В общем, все, что для вас было раньше важным и стабильным, оно может поменяться. И вы совершенно другим своим путем идете. Наконец-то для вас что-то станет важным, ясным, вы найдете то, что искали, и эта карта избавления от какой-то сложной ситуации, опасности. Все у вас будет хорошо, уважаемые девы. Вот такой год 2022 для вас, удивительный и интересный. Пусть так все и будет. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, и все на благо. Всего вам доброго, до свидания.